Что ты слишком довольный для человека, у которого весогонка. Все по плану идет из-за этого, наверное. Да, пользуясь случаем, хотел бы сказать, что я знаю диетолога, с которым работает Мусурманкул. Вот, потому что благодаря этому диетологу я сам убрал за 2,5 недели 7 килограмм. Так что знаю, как он может справляться, как говорится. Это наш общий, значит, диетолог. Я тоже вижу. Александр, наверное, он сам тоже следит наш эфир. Вот, так что тебе тоже большой привет. Да, Саш, мы, как говорится, работаем, не сочкуем. Вопроса нет. Слушай, скажи мне, а вот в какой момент тебе пришло в голову нанять диетолога? Когда ты понял, что это необходимо? Мы давно, как говорится, на связи с Александром, но до этого я занимал другой диетолог. Потом Александр сам тоже вышел, что давай я тебе помогу, попробуем. И найдем причину, и работаем на этом. И я согласился. Ну, слава богу, у нас все по плану. Отлично. Потому что, в прошлый раз, я так понимаю, что весогонка одна из причин того, что ты не смог подраться. Так, Да, конечно. Потому что в прошлый раз именно весогонка тебя и подвела. Мы же учимся ошибке, из-за этого это был большой урок для нас. Вот мы работаем на этом в данный момент. От чего отказался, расскажи? Чего не кушаешь? В общем, мы все анализы сдавали по рекомендованиям Сашу и посмотрели все наши анализы, где нехватки, где-то надо снизить, где-то надо убирать. Вот так сначала все организм четко мы изучали, и потом начали действовать по еде, по витаминизацию. И вот, слава богу, сейчас все по плану, выполняем нормы. Дай бог, чтобы мы благополучно сделали свою вещь. Да, это... анализы сдаешь, и Саша говорит, так, ну вот здесь я вижу, кока-колу точно нельзя. Ну да, не знаете, как назначает, мне вообще запрещает такие вещи. Понятно. Когда ты узнал о том, что дерешься дома? Где-то 20 дней назад. Yes. И услышал, сразу приехал в Сыкю и здесь провожу сбор. До этого тоже узнал, что я дерусь в августе. Для тебя это счастье? Конечно, в случае этого тоже хочу поблагодарить в организацию, то они ежегодно проводят турниры, такой крупные турниры проводят в Кыргызстане. Это большой толчок, дает большой толчок для развития ММА в Кыргызстане. Дает мотивацию профессиональным бойцам и молодым бойцам тоже. Тем более во главе сам Хабиба Нурмагомедова. Вот. Тоже в случае этого поздравляю Хабиба, что долгим трудом он зашел в зал славы и стал легендой. Так, а я правильно понимаю, что вот победа вот в этом бою 10 августа, она может тебя привести к переговорам с UFC? Я думаю, да, потому что давно, в этом спорте у нас большой цель. Так, вот я последнее, что слышал, что ты говорил, что у вас большая цель, значит, и что было дальше, как говорится? В этом спорте у нас большой цель, говорю. Хотим, конечно, выступать за океаном, давно мы хотим. Вот, дай бог, чтобы после этого боев был переговор с UFC.
Угу. А с Игл, ну, то есть с Хабибом вы это обсуждали или твои менеджеры? О том, что вот если ты выигрываешь этот бой, можно вести переговоры. Пока нет. Пока нет. Так, скажи, в Бишкеке на закрытой арене будет турнир? Мне самому интересно, то оказывается будет Бишкек-арена. Я сам удивляюсь, что там всего лишь 2000 человек поместится. А здесь у нас в Кыргызстане толпой фанату, которые не знаю, как они будут, как они собираются туда поместить этот. Ну, в прошлом году уже 15 тысяч человек собрался, в этом году я не знаю, сколько соберется. Наверное, Ну, больше нормально, 15. слушай, во Жду всех больше регионах, 15 где поддержки. Жду. маленькая арена, на 2000 зрителей приходит 20. Ничего удивительного нет. Да. Скажи, пожалуйста, вот как ты думаешь, президент страны в курсе, что у тебя бой? Честно, у меня нету такой информации. Нету. Не Ну, знаю. как думаешь, следит? Наверное, да, следит спортом. Потому что он уже в курсе, что у вас чемпионка UFC. Ну, если у вас в Бишкеке большой турнир, очевидно, что руководство должно знать. Да, да. Да. Кстати, недавно у вас появился еще один герой, но, правда, из кулачки. Насколько ты знаком с Саматом? Следил ли ты за ним вообще? Самат, кыргызский дух. Он, он наш брат, мы общаемся очень близко. Иногда встретимся и посидим, чай попьем, посоветуемся. Мы с ним близкие друзья. Угу. Скажи мне вот что. Смотрел ли ты бой Расула Магомедова с Абдурахманом Гитинавасовым, и как тебе этот бой? Да, и этот бой я посмотрел, когда я был в больнице, в прямом эфире посмотрел. Тоже, в тот момент тоже я комментировал насчет этого боя. Ну, Расул достаточно серьезный, опытный боец. Из-за этого он выиграл временный титул. До этого тоже был чемпионом. Так что он достойный соперник. Я думаю, мы оправдаем ожидания, которые от нас, и даем жару. Что бы ты Расулу сказал, если бы он сейчас смотрел наш эфир с тобой? Я сказал бы, Расул, давай готовься на пятираундовую жесткую рубку. Давай мы строим грамотный и такой долго запоминающий бой. Отличненько, отличненько. Слушай, в Кыргызстане, я так понимаю, сейчас градусов под 40, наверное, да, температура? Да, в Бишкеке так. А так у нас 22 градуса в Сыкуле. И здесь же курортная зона. Да. Так что те, кто смотрит за рубежом, можете приехать, отдыхать. И так что приглашаю всех на Сыкуль. Да, кайфуйте, как говорится. Да. Слушай, а вот скажи мне, как твой день строится? Сколько раз тренируешься в день? Как тренируешься? Ну, остается 20 дней до боя. До этого у нас был стратегический план на подготовке. Сейчас у нас началось, давно началась диета, но мы каждым днем сокращаем калории, топливо. И вот сейчас 2 раза тренируюсь, но не такой нагрузкой. Ну, есть такой, работаем, двигаемся, сохраняем форму, физические формы, также, чтобы я был быстрее, сильнее. Вот. Особо мы работаем сейчас, начали делать уклон на техническую работу, на геймплан ставим. Во сколько просыпаешься? 11 часов. О, 11 часов у нас. Ты неплохо спишь. Ну, утром 7 часов, 8 часов проснусь. Угу.
Так, а вот скажи, ты говоришь, Ну, калории урезают. да. А сколько раз в день ты питаешься? Ну, у нас, естественно, завтрак, потом тренировки. После тренировки у нас будет обед. Потом тихий час. После тихий час у нас будет перекус. И на тренировке. И потом на ужин. В общем, 4 раза мы питаемся. Неплохо, почти как я. Почти как Ну, я. Слушай, что бы ты сказал напоследок зрителям, болельщикам, которые ждут твоего боя, которые ждали твоего боя на родине и дождались, судя по всему? ну, что сказать? По кыргызскому скажу, давай. Урматтуу мекендештер, кыргыз элим. Кудай буюрса 10 августта Бишкек шаарында борборубузда чемпиондук коргоо үчүн беттешем. Даярдык аябай жакшы. Сиздерден келип кызуу колдооңуздарды, батаңыздарды күтөм. Барыңыздар, келиңиздер. А те, кто за рубежом, приходите на наш бой или посмотрите на прямом эфире. Будет очень жарко. Мы готовы устроить большое шоу, большой бой для вас. Все вопросы. Большой Рахмат, мой друг. Все, хорошей весогонки, чтобы все было комфортно, все было в порядке. Мы ждем твой бой. Спасибо тебе большое. Благодарю. Все, всем пока-пока. Хорошего вечера, друзья. Это же. Всем ассаламу алейкум.